Здравствуйте, друзья и подписчики нашего доброго канала. С вами Лара Володина. Я уверена, что вам будет приятно посмотреть на наших спасенных хвостиков, например, Злата, которой мы подарили жизнь дважды. Первый раз, когда спасли ее из ППЖ, и второй, когда сейчас вылечили Златочку от страшного заболевания венсаркомы. Лечили ее в Таллине за евро. В итоге получались большие суммы. Семью Злате придется искать там же, ведь Злате требуется наблюдение и желательно у того же врача, который лечил нашу красавицу. Она остается сейчас на передержке в Эстонии. Да она маленькая, она с тобой не может играть, Злат. Ты такая лошадка. Она масенькая. Ну, увели малышку. Ну, где ты там? Она маленькая очень, Златик. Ты хочешь с собачкой? Со мной хочет играть во все, с собачкой, видимо. Ну, и собачка к тебе идет. Да, Злат? Ты такая хитрая морда, а? Ой, какое у тебя сегодня настроение чудное. Я тебя такую не видела ни разу. Просто волшебная девочка. И играет, и носится, и прыгает, и с собачкой хотела играть. Да, только очень маленькая английская собачка была. Да, да, ты мой красивый ребенок. Еще бы найти, чтобы тебя кто любил так. Злат, мы в прятки будем играть? Давай, давай. Ты не играй со мной, а писей. Ну, тогда играть со мной будет. Ну, ты мой золотой. Ты мой золотой. Златунь. Златунь. Три-4 года назад в лесу потерялась девочка. Долго искали и не могли найти. А нашли, когда ее спустя много суток или неделю. Она выжила благодаря собаке, которая ее на холодной земле согревала своим телом и оберегала ее, видимо, всех отгоняла, оберегала, утепляла. И вот когда люди нашли ее, то это было благодаря собаке. Вот как-то из этого сделали вот хоть маленькая благодарность собаке за спасение человеческой детской жизни. Наш спасенный красавец Барри несколько дней назад прилетел в Москву, уже вылеченный, выздоровевший, на мое кураторство. Теперь он находится на платной передержке. Начнем его пиарить и искать ему семью.
А этого красавца мы вам не показывали, как и большинство других хвостиков, которых сначала подкармливали, наблюдали, решали, что же с ним делать. Это такой пушистый рыжий красавец. Он выживал вместе с Багирой, если вы помните Багиру, которую мы спасали в декабре месяце. Он выживал на помойке. Если Багира могла залезть на помойку, достать себе что-нибудь, то этот более коротколапый, и он всегда бегал вокруг помойки, но периодически все равно попадал в объектив. Мы назвали его Спартак. Его мы тоже спасли. Мы его тоже забрали. И буквально с Нового года, все холодные зимние месяцы, он был на моем кураторстве, он был на передержке в Якутске. Его кастрировали, он прошел еще операцию на органе, потому что его беспокоило там что-то. Теперь все позади. Его отвезли на помывку, его даже смогли помыть. Он был безумно весь в колтунах, весь грязный, вонючий. Ну вот теперь можете сами посмотреть, насколько же красив парень оказался. Красивый и благодарный. Он очень красивый, у него очень красивые глаза, морда. Присмотритесь к нему, посмотрите на него. Конечно же, мне нужна помощь и на него тоже. Слишком их много, и никто не будет держать их просто так или за бесплатно. Помогайте, пожалуйста, люди нам, помогайте. Помогайте этим спасенным, чудом выжившим, чудом выздоровевшим. Ведь они вылечились, а их спасли. Для чего? Чтобы стать счастливыми. И без нас им никак не стать счастливыми. В этом должны мы им помочь.